На абмеркаванне экалагічнай сітуацыі ў першую чаргу, звязаную з будаўніцтвам акумулятарнага завода, сабраліся каля 50 чалавек. Модератором диалогу выступил старшыня Брызкага гарвыканкама Александр Рогачук. Встреча обусловлена текущим моментом экологическим, достаточно сильно подогретым средством массовой информации, достаточно много различных толкований, мыслей есть на разные моменты. Акумулятарный завод не працуе, працаваць не может. С такой заявы пачынае размову старшыня областного комитета природных ресурсов и аховы навакольнага асяроддзя Александр Горошка. Кіраўнік вобласці Анатоль Лис подписал распараджэнне о прыпыненні будаўнічых работ на подставе листа профильного министерства. Пусканаладачныя работы часткабудаўнічых, подкрэслівае старшыня комитета. Лично в четверг с представителями комитета и завода прошел все цеха. Все остановлено, все стоит. Конечно, люди приезжают, выполняют свои функции, в связи с чем завод остановили резко, на линиях оставалась какая-то продукция недоделанная, то есть ее надо брать, кое-что и утилизировать. Комитет спыніў ідзеянне дазволу на выкиды ў сувязі з пачатым адміністрацыйным працэсам «Зайпауэр». По словах Александра Горошки, перавышэнні зафиксовали по 8 показчиках. Пробы были отобраны 14 апреля и повторные в течение 30 дней. То есть за этот период есть методика, идет расчет причинения вреда. Сразу могу сказать, что вред незначительный. Пока ведется административный процесс, я не вправе оглашать то количество вещества, выброшенного в атмосферу. У ходе сустрэчы старшыня прыродаахоўнага ведомства аспрэчыў інфармацыю аб скідах заводам рэчываў у гарадскую і ліўневую каналізацыю, а таксама павелічэнні ўзроўню свінца ў глебе. Я считаю, такие встречи нужно проводить. Мы со своей стороны всегда доносим информацию четкую, подтвержденную. Вся информация, которая была сегодня предоставлена, я ее могу подтвердить протокольно, то есть протоколами испытаний. Инвестор заявил свои показатели на выброс в атмосферный воздух. Позиция такая. Если предприятие не достигнет своих проектных решений, которые прошли и ОВОС, и экологическую экспертизу, естественно, предприятие работать не будет. Грамадскае абмеркаванне будзе працягвацца і далей, кажа Александр Рогачук. Рашэнне праблем нараджаецца толькі ў дыалогу. Крысціна Пратасавіцкая, Юрый Блінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».